Песни, танцы, стихотворения и даже фестиваль национальной кухни. Так День России отпраздновали в одном из детских садов Владикавказа. Как отметили организаторы, несмотря на все хлопоты, праздник удался. Наградой за труд стали счастливые эмоции и искренние улыбки детей. Подробности в материале Валерии Козаевой. Стихи о родине от совсем юных жителей республики звучат особенно трогательно. Традиционный осетинский наряд, русская рубаха, дагестанский костюм сегодня символизируют многогранность и многонациональность нашей страны, единство народов и уникальность их культуры. Ребята подготовили музыкальные и танцевальные номера, стихотворения, а кто-то к выступлению подошел творчески, рассказал о истории родной республики. Я рассказывал небольшой рассказ про Осетию нашу, о том, что было в прошлом, и о том, что у нашей Родины есть свои символы, например, герб, флаг и гимн. День России в 55-м детском саду провели в формате фестиваля национальной кухни. Ребята презентовали гостям блюда своих народов. Правильная сервировка и красивая подача. Обычно непоседливые детки серьезно подошли к ответственной задаче. Ребята вместе, у нас и армяне, и грузины, азербайджанцы, узбеки. Блюда абсолютно разных национальностей. Это плов, это чуреки. То есть не покупное, а именно приготовленное именно родителями и детьми. Вообще родители у нас необыкновенные. Сколько всего мы проводим, каждый раз такой отклик находят. Это просто чудо. Такие мероприятия – отличный повод и родителям окунуться в атмосферу праздника. Они переживают не меньше деток. У Марины Батыровой здесь воспитываются 3 детей. Вместе с мамой они подготовили свой праздничный стол с традиционной осетинской кухней. Девушка признается, в приятных хлопотах и сама вновь чувствует себя ребенком. С детишками решили представить свою национальность, свое национальное блюдо. Это осетинское пиво, 3 пирога, ЗК. Нам помогали детишки. Для детей это очень важно с детства знать о своих традициях. Счастливые эмоции и искренние улыбки детей – лучшая награда за труд родителей и воспитателей. В детском саду говорят, самый важный ориентир в работе с младшим поколением – позволить ребенку делать собственные шаги в жизнь, при этом направлять и поддерживать его начинания и таланты. Валерия Козаева, Давид Битиев, Ибрагим Чочиев. Специально для программы «В итоге».